Ну вот я доехал наконец до Лелах. Вот здесь такие интересные места. Конечно, интересный домик, город. Город древних ингушей. Очень интересный. Тут вход такой, я хотел там зайти, но там зайти невозможно. Так, башня на входе. Жалко, что солнце ушло, но серо будет, ну что поделать. Придется еще раз ехать. Деваться некуда, надо будет ехать еще раз. И с левой стороны, как на входе, тут ходить не переходить, оказывается. Ну, вот какая красота. 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 Тут люди живут, я вижу, вон. Есть туда дорога дальше уходит. Вот кладбище уже не склеповое. Вот. И вот остатки крепости, какие остались. Вот, красота. Да. Понятно. Башни крутейшие, конечно, красивые. Я не помню цифры, конечно, тут было, по-моему, 8, то ли 6 башен осталось. Немного. Там выглядывает Цейлуам. Красивые, недоступные. Красотища, смотрите, какие башни красивые. Сколько езжу по Ингушетии, все и лучше, и лучше, и лучше. И конца и края нету этой красотищи. Главное сохранить их. Мне, честно говоря, очень жалко, когда вижу разрушенные башни. Еще раз показываю. Время поджимает. Надо трогать. Ой, блядь, ударился. Ну вот. Вот она и башня, красавица. Каменюки. Тут тоже какой-то интересный. Это оно устроено не так. Вот. О, какая красота. Смотрите, тут башня. А тут вокруг башни пристройка. Типа жилой башни, конечно. Вот она. Вход-то здесь нижний. Значит, это была жилая. Жилой дом, жилая башня. О. И там красота. Вон что. И тут пройти был вход и выход. Да, интересно. Вот она. Вот она башня. Древние камни. Уложили древние ингуши, древние мастера. Где-то я читал даже известные фамилии этих мастеров, но я, конечно, их не помню, да. Думаю, ингуши сами знают. Фу. Да. Еще. Ой, здесь такие буреломы, наверное, я не пойду. Да, в принципе, понятно, что я доехал до Лелаха. Лелах или Лелаха, неважно. Крепость, конечно, была очень интересная. Большой город здесь был, большая крепость. Тут, говорят, есть была жилая башня, жили до 54 года. Вернее, в 44-м депортировали, а он после депортации вернулся сюда, ингуш, и жил то ли один, то ли нет, я не знаю, короче.
Но факт, что она есть, эта башня. Сейчас пройду, может увижу ее. Еще крепость жилая. Там склепы стоят. И здесь, смотрите, вот сейчас было бы синее небо, было бы неописуемые кадры были бы. Но синее небо уж спряталось, осталось серое. Фу-фу-фу. Красотища. Верхушка начала осыпаться. Ну да. Да. Тут, наверное, какой-то скотник, он закрывается этими старыми. На расход загоняет зачем-то. Или баранов, ну не важно, скот, короче. Но вверх я уже не полезу, надо ехать. Надо ехать домой, к сожалению. Блин, как жалко. Надо ехать все-таки в Ингушетию на неделю. Голова уперлась. Все, на выход. Здесь, наверное, вход был. Вот сторожевая башня. Возможно, одна стояла на входе. Здесь вторая. Может быть. Так вот. Тут целое городище. Целое городище вообще. То я стою наверху, на дороге. Туда вниз. И вот поднимаю камеру и снимаю. И вот она, что получается. И раз. Да, солнца нету. Придется еще раз ехать. Деваться некуда, надо будет ехать еще раз. Эта фотография уже не Лялах, это Кяни ближайший, а дальше светятся башни Сауги. Тоже надо будет ехать, собираться,
чтобы не забыть, чтобы меня было тянуло туда, чтобы я туда приехал все-таки.